Авария, дорожные работы или огромная яма на проезжей части периодически вынуждают водителей нарушать ПДД, выезжая на полосу встречного движения. Как быть, если на пути препятствие, а справа тротуар? Если разметка, разделяющая встречные потоки, прерывистая, то проблем не возникнет. Водитель может объехать препятствие по встречной, не нарушая ПДД. Нужно только не создавать помех остальным участникам дорожного движения. Для начала определимся с терминами. Пункт 1.2 ПДД гласит: препятствие – это неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Например, неисправный автомобиль, дефект проезжей части или посторонний предмет на дороге, который невозможно убрать. Итак, объезд препятствия с выездом на сторону встречного движения через сплошную линию разметки. Многие считают такой маневр нарушением. Препятствие – неподвижный объект на полосе движения, неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и тому подобное, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Теперь попробуем разобраться, что объехать можно и что нельзя. Что по правилам не является препятствием? Затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями правил. Это означает, что если правило остановки нарушено, транспортное средство является препятствием, и его можно объехать. Отсутствие знака аварийной остановки и аварийной сигнализации никакого значения не имеет. Важно лишь то, что транспортное средство остановилось не в соответствии с требованиями правил и не позволяет проехать по своей полосе движения. В подобных случаях, например, я останавливаюсь позади такого автомобиля, пару раз сигналю и если реакции не следует, объезжаю препятствие, хотя и этого я делать не обязан. Выходить из машины и выяснять, по какой причине водитель так остановился, и вообще высматривать его через тонированные стекла в мои обязанности также не входит. Если же водитель высаживает пассажиров, мне не лень постоять полминуты, понимая, что он скоро начнет движение. Что же делать в случае с рейсовым автобусом у его законного места остановки? Нередки ситуации, когда остановка не имеет своего кармана, и автобус останавливается рядом со сплошной линией разметки. Ждем и далее тащимся за ним. В данном случае автобус останавливается в соответствии с правилами, а следовательно не является препятствием, поэтому и его объезд не будет являться объездом препятствия. За такой маневр можно лишиться права управления транспортными средствами. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на полосе в соответствии с требованиями правил. Например, автобус на остановке. Так, предположим, вы едете по дороге. Впереди вас препятствие. Яму можно объехать справа, и это не будет нарушением ПДД. И у вас есть такая возможность. Таким образом, если вы объедете яму слева через встречку, то вас можно будет оштрафовать. Когда вы подъезжаете к препятствию, которое невозможно объехать по правилам, то вам приходится эти правила нарушать. Сделаем вывод. Препятствие всегда надо объезжать по правой полосе. Если это невозможно, тогда справа по обочине или слева по встречке. После выезда с перекрестка мы видим ДТП. Наша вся правая сторона занята. По правилам дорожного движения, если нет возможности объехать справа, включаем левый поворот, ножку с газа убираем с особой осторожностью, если никого нет только. Если никого нет. То есть мы не имеем здесь преимущества. Газика добавляем. Угу. И правый поворотчик. Все, и поехали. Вот на данном видео мы видим, как пробка, час пик, все утром едут на работу, трехполосная дорога, 2 полосы туда, 1 обратно. И вот, соответственно, мы наблюдаем сломавшийся автомобиль, водитель которого меняет колесо. То есть явно видно, что это препятствие, что его нужно объехать. Но в данном случае правильнее всего, скорее, было бы объехать справа. Потому что правая полоса, мы видим, движется, и, соответственно, нарушения никакого бы не было. Но объезжая слева, мы рискуем получить штраф от 1000 до 1500 рублей. Препятствие – это ситуация или элемент дороги, который с течением времени не поддается изменению местоположения. Например, яма. Любое препятствие необходимо всегда объезжать по возможности с правой стороны, чтобы держаться как можно дальше от полосы встречного направления. Поэтому, если вы видите, что крайняя правая полоса свободна,
то вам необходимо включить указатель поворота, убедиться в безопасности, уступить попутно движущимся транспортным средствам и после этого перестроиться и объехать препятствие справа. А вот если справа нет возможности объехать, то можно объехать препятствие слева. Но при этом необходимо будет убедиться в полной безопасности всех участников дорожного движения.